Итак, Абхазия и Россия подписали соглашение о реконструкции Сухумского аэропорта. Расскажите, пожалуйста, детали. Надо отметить изначально, как складывалась история этого межправительственного соглашения. Вы знаете, что президент Республики Абхазия Аслан Георгиевич Бжани обращался к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину об оказании поддержки в реализации этого проекта. Соответственно, в рамках поручений мы совместно с федеральными органами исполнительной власти почти порядка 1,5 лет готовили, соответственно, порядок и условия реализации этого проекта, которые легли в основу межправительственного соглашения, которое мы подписали в рамках Питерского международного экономического форума. Что содержит в себе соглашение? Первое – это то, что для инвестора, который будет реализовывать проект, предоставляется инвестиционный режим, который включает в себя гарантии защиты инвестиций, преференции и льготы с учетом стратегической важности этого проекта. Это то, что абхазская сторона берет на себя в качестве своих обязательств. С другой стороны, соответственно, речь идет об инвестиционном проекте, который будет реализовываться для достижения цели этого межправительственного соглашения, который предусматривает, что инвестор за свой счет будет проводить все мероприятия, связанные с реконструкцией аэропорта и последующей его эксплуатацией. Порядок отбора инвесторов будет предусмотрен решением межправкомиссии, будут предусмотрены ряд критериев отбора, основными условиями которых будут, безусловно, финансирование и сроки реализации этого проекта. Соответственно, мы надеемся, что все мероприятия, которые предусмотрены в рамках межправсоглашения, будут достаточно оперативно реализованы для того, чтобы мы могли запустить аэропорт. Там также говорится в соглашении, что Абхазия берет на себя определенные гарантии. Вы часть из них озвучили. Это в том числе и подведение энергетической инфраструктуры, решение земельных вопросов. Успеем по срокам, что имеется в виду, могли бы вы конкретизировать? Что касается земельных вопросов, как вы знаете, объект государственный. Мы уже определенную работу провели. Соответственно, вышел государственный акт, который предусматривает границы земельного участка, которые относятся к непосредственно аэропорту. Поэтому часть вопросов уже решена. Если возникнет необходимость решать дополнительные вопросы, будем их решать в рамках проекта, который будет нам представлен. Речь идет о мастер-плане развития аэропорта, размещения на нем объектов аэродромной и аэропортовой инфраструктуры. Как вы знаете, аэропорт делится на две части. Это аэродром и инфраструктура, которая обеспечивает взлет и посадку воздушных судов. И, соответственно, аэропортовая инфраструктура – это вся коммерческая часть, которая обеспечивает условия для функционирования аэропорта. Самое главное то, что аэродром и аэродромная инфраструктура остаются в государственной собственности, будут передаваться в аренду. А другая часть, связанная с обеспечением аэропортовой деятельности, это терминалы, ТЗК и другие объекты, функционирование которых будет обеспечивать деятельность непосредственно аэропорта. Речь идет о возведении новых объектов. И здесь речь идет о гарантии собственности вложенных инвестиций. Вы назвали это событие историческим. Для экономики какое это будет иметь значение? Ведь речь не только о перевозке пассажиров. Конечно, безусловно, это событие историческое. У нас объект не функционирует практически 30 лет. И возобновление авиасообщения с Российской Федерацией в данном вопросе является очень важным не только политическим, историческим, но и экономическим событием, потому что это расширит наши возможности в транспортной инфраструктуре, будет обеспечивать транспортную доступность для туристов, которые посещают республику, безусловно, снизит нагрузку на пограничном переходе Адлер, соответственно, и, безусловно, будет стимулировать развитие туристического и транспортного комплекса. А это связано не только с развитием этих отраслей, а будет определенный эффект и на другие направления, которые должны обеспечивать, соответственно, работу непосредственно этого комплекса и близлежащей инфраструктуры. Безусловно, одним из ключевых факторов является наличие рабочих мест. Кристина Константиновна, у людей возникает вопрос,
вопрос, а что будет с воздушным флотом, с территорией, которая, армии должна принадлежать воздушным силам? То есть для них будет выделена территория? В республике Абхазия один аэропорт, поэтому этот аэропорт, он сохраняет за собой статус объекта двойного назначения. Соответственно, все, что касается оборонных вопросов, оно сохраняется в рамках реализации этого инвестиционного проекта. Соответственно, для этого направления в аэропорту, соответственно, будет отведена часть территории, и в этом смысле дислокация не меняется, все остается на тех же условиях. Конечно, впереди большой объем работы. Это подготовка соглашения о государственно-частном партнерстве, который будет предусматривать достаточно большой функционал деятельности сторон, которые будут подписывать это соглашение, и детализация, реализация этого проекта. Соглашение ДЧП мы, соответственно, будем готовить с инвестором в ближайшие месяц-полтора и выйдем на его подписание. Будем очень предметно заниматься подготовкой этого документа.